Почему отклонили закон о спецналоге? Ну, депутаты посчитали, что это будет излишней нагрузкой на бизнес, но предложение комитета было не увеличивать налоговые ставки, а просто увеличить лимит, по которому наши граждане могли находиться на этом виде налогов. Ну, депутаты посчитали, что это усложнить налоговую систему и отклонили. Что это значит для бюджета? Но это значит для бюджета, что и в этом году какая-то часть бизнеса, какой-то объем, который ведется в этом бизнесе, останется в тени. Если можно, поясните, что у нас со спецналогом вообще, какая картина? Но ставки на специальный налог не менялись давно. Мы видим инфляционные процессы, которые происходят у нас в стране. Практически стоимость многих видов товаров, услуг, она почти удвоилась, но налоговые поступления, кстати, спецналог, это налог, который поступает в районные и городские бюджеты, не увеличивается, соответственно. Вот многие экономисты, в том числе у нас в Абхазии, говорят, по мере увеличения внешнеторгового оборота, оборота общего, да, мы в разы увеличили внешний торговый оборот, а поступления, значит, в районные бюджеты, республиканский бюджет, мы эффекта не видим. Вот вкратце вот такая вот ситуация. Означает ли это, что теневой оборот будет и дальше такой же? Ну, часть теневого оборота, она на этот год тоже останется по этим видам деятельности. А если бы ввели спецналог, это бы повлияло на теневой оборот? Но повлияло бы то, что некоторые, не увеличивая налоговую нагрузку на наш бизнес, если мы увеличили бы ставки, да, конечно, мы увидели бы реальную картину, которая у нас происходит по мелкому бизнесу. То есть вести статистику в этом плане было бы легче.